Что такое отчетность по МСФО? Начнем с расшифровки. МСФО — это международные стандарты финансовой отчетности, согласно которым компания готовит финансовую отчетность. Что такое финансовая отчетность? Это отчет, в котором компания показывает заинтересованным пользователям, например, менеджменту, кредиторам, инвесторам, что у компании есть и как это все сработало, то есть принесло ли прибыль или убыток. Чем отличается отчет по международным стандартам от отчета по российским стандартам бухучета? Пользователи МСФО отчетности в основном инвесторы или менеджмент компании, то есть люди, для которых важно принять какое-то управленческое решение или там спрогнозировать какие-то данные. А РСБУ отчетность, она нацелена на регулирующие органы, которые проверяют. Там налоговая инспекция, к примеру. Соответственно, в РСБУ отчетности все завязано на документе. А МСФО отчетность, она больше как бы зависит от суждений и нацелена на то, чтобы человек принял правильное управленческое решение. На что в первую очередь обращает внимание финансовый аналитик? На самом деле аналитик аналитику рознь, и у всех как свой подход к анализу, но в принципе все смотрят на чистую прибыль компании и на ее денежные потоки, а дальше уже строят какие-то свои модели и считают свои показатели отдельные на базе уже того, что есть в отчетности. За что вы любите свою работу? Свою работу в первую очередь я люблю за коллектив, потому что без хорошего коллектива сложно работать, мне кажется, в нашей сфере, потому что это, во-первых, может наскучить, просто тупо смотреть в монитор. А во-вторых, в принципе, это всегда хорошо пообщаться с хорошими людьми, посмеяться, мемчики посмотреть. Это на самом деле, если говорить про МТС, это интересные бывают кейсы различные, то есть очень такая бурная бизнес-активность у МТС, и всегда приходится там анализировать там покупку новой компании, чтобы там правильно это учесть. Соответственно, это очень интересно тоже. Это практически каждый день что-то новое происходит, и интересно в этом копаться, разбираться, вникать. Я хочу стать финансистом вашего профиля. Отговорите меня. Ну, если вы не хотите работать с цифрами и не хотите, наверное, иметь возможность хорошо зарабатывать, то не надо идти в нашу сферу. Есть ли место творчеству в вашей работе? Безусловно, даже если там делать какие-то таблички в Excel, без творческого подхода сложно сделать что-то, что будет понятно пользователю. Ну и, естественно, когда работаешь со стандартами, тоже нужен творческий подход, потому что вы не просто следуете каким-то там, ставите галочки, то есть это я сделал, нужно проанализировать, понять и как-то творчески тоже применить, опять же, там сопоставить с тем, что происходит в бизнесе компании, которую там, не знаю, вы недавно купили, или что-то новое произошло в компании МТС. Это тоже очень интересно, и творческий подход, безусловно, нужен. Где учиться, чтобы стать специалистом вашего профиля? В основном, конечно, это образование профильное, то есть там финансы и кредит, бухгалтерский учет, но также очень много у меня было коллег, и сейчас есть коллег, которые имеют техническое образование, то есть именно востребованы специалисты с хорошей аналитической базой, кто умеет хорошо мыслить, быстро, и кто в принципе, во время учебы работал в Excel. Тоже очень важно. Расскажите о вашей карьере. Учился я по специальности бухгалтерский учет, затем пошел на работу в компанию четверки в Deloitte. После этого пришел в МТС, где сейчас занимаюсь подготовкой финансовой отчетности группы компании МТС в департаменте корпоративной отчетности. Главные ошибки при составлении финансового отчета. Очень распространенная ошибка – это не там поставлен знак, не тот знак поставлен в Excel. По невнимательности поставлен не тот счет там, в бухгалтерском учете. И это основные, самые распространенные ошибки. Если бы не финансистом, то кем бы вы были? Думаю, что спортсменом. Очень люблю играть в футбол, занимался в детстве. В секцию ходил футбольную. Что посоветуете новичкам в профессии?
В первую очередь не бояться делать ошибки, они вас только закалят, ваши ошибки, и не бояться обращаться к коллегам за помощью.